С заявлением о краже более миллиона рублей в полицию обратился 60-летний пенсионер. По его словам, деньги пропали после того, как ему позвонил неизвестный мужчина, представившийся ведущим радиостанции «Авторадио». Он сообщил, что на его абонентский номер стал выигрышным, и теперь пенсионер в шаге от того, чтобы стать обладателем автомобиля «Жигули». Также он может взять приз в денежной компенсации. Пожилой человек согласился на денежную компенсацию. Но положенных ему денег пенсионер так и не увидел. Как оказалось позже, звонивший обманным путем узнал у пострадавшего реквизиты и пин-код банковской карты, после чего благополучно снял деньги. На территории республики зарегистрировано 594 факта мошенничества всех видов. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось дважды. Резкий рост данного вида преступлений обусловлен в том числе возбуждением уголовных дел по так называемым мобильным мошенничествам, которые в прошлом году находились на стадии проверок. Всего на текущий период по мобильным мошенничествам зарегистрировано 172 факта, тогда как в прошлом году их было 53. В арсенале у преступников множество способов завладения средствами. От фальшивых объявлений в интернете до внедрения в телефон вредоносных программ, привязанных к услуге мобильный банк. Как правило, жертвами мошенников чаще всего становятся люди пенсионного возраста. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан не обращать внимания на подозрительные звонки и в случае чего обращаться в ближайшее отделение банка. В пенсионном фонде также бьют тревогу. К ним регулярно поступают звонки с жалобами от граждан о похищении денежных средств. Работники пенсионного фонда не звонят по телефону и тем более не спрашивают личные данные граждан. У нас по республике Саха-Якутия в отделении нету даже колл-центра, так что никаких обзвонов быть не может. Эксперты отмечают, большинство мошенников, как правило, являются опытными психологами и умеют манипулировать человеческими эмоциями. Полицейские предупреждают, не стоит выполнять указания незнакомых людей и производить какие-либо операции с банковской картой без консультации специалистов. Евгений Заборовский, Максим Бурцев, Вести, Якутск.